самых заметных событиях вторника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Поддержка бойцов. В январе вступила в силу часть положений, ранее утвержденных указом главы республики. Подробности в сюжете из Алдана. С поддержкой и пониманием добровольческое движение женщин-матерей «Тепло рук» продолжает шить и поставлять одежду бойцам. Сегодня волонтерам подарили швейные машинки. Ленская районная поликлиника пополняет штат. В прошлом году пришли работать несколько специалистов. Чем занимается врач-неонатолог, расскажем. Южно-Якутский технологический колледж представил публичный отчет по результатам деятельности за прошлый год, чего удалось достичь и какие планы ставит учебное заведение. Стартовал первый тур Кубка главы Якутии по шахматам. Турнир собрал более 50 спортсменов, среди которых 7 международных гроссмейстеров. Что ждет чемпионов? Многодетной семьей будут считать семьи с 3 и более детьми, статус которой устанавливается бессрочно. Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что многодетным семьям будут предоставлять меры поддержки до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии его очного обучения. Кроме этого, указ определяет меры поддержки на федеральном уровне. В частности, речь идет о предоставлении пособий, помощи в сфере трудовых отношений, досрочного назначения женщинам страховой пенсии по старости, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха. В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха и городским округом Докучаевск Донецкой Народной Республики по восстановлению объектов. В соответствии с утвержденным двухлетним планом работ планируется восстановить 65 объектов в этом году и 19 в 2025 году. В перечень вошли Дом культуры, школы, больницы, МФЦ, спортивный комплекс и парк. В 53 жилых домах предстоит сделать косметический ремонт, отремонтировать кровлю после обстрелов, а также провести работы по благоустройству. Рабочую группу по восстановлению Докучаевска возглавил постоянный представитель Якутии при президенте Андрей Федотов. Предстоит большая работа. Опыт у нас уже есть по Кировскому. И сегодня будет подписываться соглашение о взаимодействии между правительством Республики Саха-Якутия и администрацией муниципального образования городской округ Докучаевск Донецкой Народной Республики. Цель соглашения – это расширение и укрепление двухстороннего сотрудничества, в рамках которого будем совместно восстанавливать разрушенные войной жилые объекты, объекты ЖКХ, социальной инфраструктуры. Всегда очень профессионально, всегда очень по-человечески, дружелюбно, всегда с акцентом на результат, на итог. Это как раз отличительная черта наших якутских братьев. Работа офтальмологической клиники в Кировском, она известна далеко за пределами Кировского. Поэтому огромное спасибо якутским братьям. Более 400 работодателей планируют трудоустроить 817 участников спецоперации. В этом году механизм прост. В органы занятости будут направлены безработные граждане, а работодателям будет выплачиваться субсидия. Кроме этого, в рамках трудоустройства участники спецоперации и члены их семей могут пройти дополнительное профессиональное обучение. Такую поддержку оказывает Центр занятости населения. Заинтересованные лица могут обратиться по месту жительства. Об этом на брифинге сообщила руководитель отдела активной политики госкомзанятости населения региона Мариана Заровняева. Размер субсидии будет равен 1 МРОТу, увеличенному на районный коэффициент и страховые сносы, и составлять в зависимости от районного коэффициента от 35 до 50 тысяч рублей. Работодатель подает заявление через единую цифровую платформу «Работа в России» и подтверждает участие в данной программе. Субсидия выплачивается социальным фондом. Ну а с 1 января вступила в силу часть положений, ранее утвержденных указом главы республики Саном Николаевым в целях поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Подробнее о комплексе реализуемых мер в сюжете наших алданских коллег.
С 1 января 2024 года военнослужащие и их близкие получили права на ряд дополнительных государственных гарантий, ранее утвержденных указом главы республики Айсеном Николаевым. Так, семьи участников СВО теперь могут получать компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг и возмещение затрат на капитальный ремонт. Квитанции на предоставление компенсации в Управление соцзащиты необходимо предоставлять раз в 3 месяца. Для этого нужно подать заявление через МФЦ, либо госуслуги, либо лично подать при личном обращении, подать заявление в отдел субсидий. То есть им будет предоставлена данная мера социальной поддержки. Наряду с вновь вступившими в силу положениями продолжают действовать меры поддержки, установленные ранее. Ходунки, трости, кровати с вертикализатором, противопролежневые матрасы, тренажеры, запас технических средств реабилитации на базе Управления соцзащиты достаточный. При необходимости участникам специальной военной операции предоставляются бытовые приспособления и оборудование для восстановительной терапии. На базе нашего управления с прошлого года открыто такое направление, как прокат технических средств реабилитации. Тоже, то есть при необходимости такие вещи мы тоже можем предоставить. То есть если, например, по каким-то жизненным показаниям, либо в связи с ограничением здоровья, то есть возникнет такая необходимость, мы тоже людей данной категории обеспечим. Наряду с предоставляемым на прокат оснащением участники спецоперации могут рассчитывать на помощь бытового характера. На базе Управления соцзащиты по Алданскому району реализуется программа долговременного ухода. При необходимости за гражданином будет закреплен социальный работник. Граждане при необходимости могут к нам обратиться, и мы на постоянной основе закрепим за ними помощника по уходу, который будет им помогать во всех скажем так, бытовых нуждах. Одним из наиболее востребованных видов помощи для вернувшихся домой бойцов остается медицинская реабилитация. Курсы восстановительной терапии участники спецоперации могут пройти в оздоровительных учреждениях. За соответствующим направлением необходимо обратиться в органы соцзащиты. Мы связываемся с учреждением стационарным и, соответственно, то есть какая нужна помощь участнику специальной военной операции, мы его можем направить. То есть для него это будет абсолютно бесплатно. То есть там, в принципе, на тот срок, который понадобится для полной реабилитации, для полного восстановления жизненных функций. Поступающие в Управление соцзащиты заявки рассматриваются максимально оперативно, а к каждой семье применяется индивидуальный подход. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. С поддержкой и пониманием добровольческое движение женщин-матерей республики «Тепло рук» продолжает шить и поставлять одежду бойцам в зону спецоперации. Выпускники школ 1979 года «Пламенные сердца» подарили промышленные швейные машинки, чтобы облегчить процесс пошива. Подробности в сюжете Марины Захаровой. У каждого волонтера добровольческого движения «Тепло рук» здесь есть свои обязанности. Кто-то кроит, шьет, а кто-то занимается комплектовкой посылок и следит за всем процессом. Но всех их объединяет одно – искреннее желание помочь участникам специальной военной операции. Мы должны помочь. Вот это наша как будто обязанность. Нам с души прямо вот идет. Нам хочется, чтобы дети наши там чувствовали себя, внуки, дети чувствовали себя комфортно, удобно, им было тепло. Каждая посылка укомплектовывается 10 предметами одежды, а также туда начали вкладывать письма со словами напутствия. «Тепло рук» существует уже 1,5 года. За все это время поставив в зону специальной военной операции свыше 2500 комплектов одежды. И с каждым разом количество заказов растет. Волонтеры порой задерживаются за пошивом одежды до 10-11 часов вечера. Такая преданность своему делу многих не оставила равнодушными. Просим принять от нас в дар и вот как благотворительное движение от наших выпускников школ. И желаем всем хорошего здоровья, семьям, благополучия. И также спасибо нашим солдатам, которые борются за мир на земле. В скором времени «Тепло рук» организует конкурс по пошиву военной одежды. Будут 3 призовых места, а также участников ждет новая номинация «Лучший закройщик». В ней будет рассматриваться не только качество одежды, но и насколько экономичным был расход материалов. Наш конкурс посвящен именно ко Дню защитника Отечества.
Ага. У нас, в общем-то, наши цели, задачи заключаются в том, чтобы, ну, не то, что наших парней одеть, ну, это естественно, нам нужно одевать наших парней. А вторая наша цель – укрепить наши вот эти филиалы, которые находятся в районах. У нас, в общем-то, 15 филиалов по республике. На данный момент числится 20 команд, но поскольку прием заявок на конкурс будет идти до 28 января, ожидается, что количество участников увеличится в 1,5 раза. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. За фейки о вооруженных силах, призывы к экстремизму, преступления против национальной безопасности можно будет лишиться имущества и званий. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты во главе со спикером Палаты Вячеславом Володиным. В случае принятия инициативы будет расширен список преступлений, за которые изъятие может применяться. К ним отнесут распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил, публичные призывы к деятельности, направленные против безопасности государства. В перечень деяний депутаты предлагают включить содействие диверсионной деятельности, организацию диверсионного сообщества, участие в нем и обучение данной деятельности. Идем далее. После серии землетрясений в городе Алматы получили травмы 44 человека. Местные жители обратились в медучреждения с ушибами головы, защемлениями и растяжениями рук и ног. Все телесные повреждения легкой и средней степени тяжести. Подземные толчки в Алматы ощутили в ночь на сегодня. Эпицентр находился на китайско-киргизской границе. Уточнили в сейсмологической и опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана. Всего зафиксировали 6 землетрясений магнитудой от 5,5 до 8 баллов. 30 операций провел в Нерюнгринском районе мобильный хирургический центр республиканской больницы номер 2. Напомним, что реализация инновационного проекта стала возможна благодаря нацпроекту здравоохранения и задачам, которые определены в указе главы Якутии Айсена Николаева. Бригада врачей включала 13 человек. Коллегами из Нерюнгринской центральной больницы проведена большая работа на подготовительном этапе, по результатам которой врачи-хирурги определили показания к оперативному лечению. Кардиологам проведен осмотр почти 70 пациентов. Из них 35 направлены в Якутск для углубленного обследования и лечения. К неврологу обратились 80 пациентов. Из них 7 человек направлены в неврологическое отделение с диагнозом рассеянный склероз. Ну а Ленская районная поликлиника пополняет штат. В прошлом году пришли работать несколько специалистов. Реаниматолог, кардиолог, стоматолог и неонатолог. Они заняли вакантные места. Сегодня каждый из них может рассчитывать на районную поддержку и помощь главного врача. Подробности у Светланы Болеевой. Мактым Мамуналыева – врач-педиатр-неонатолог. Приехала в Ленск по приглашению главного врача в июле прошлого года. Сначала на месяц ознакомиться с условиями работы и проживания. Все устроило, и в августе девушка вернулась уже с семьей. Муж тоже врач, он занял вакантное место в стоматологической поликлинике. До приезда в Якутию Мактым работала врачом-неонатологом в реанимации новорожденных города Домодедово, недалеко от Москвы. Врачом-педиатром именно первичного звена, врачом участковым педиатром работала с 2021 года, а так я сама врач-неонатолог. Работаю по этой специальности 2017 года. Утро врача-неонатолога начинается в акушерском отделении с осмотра новорожденных. От пяточки до кончика волос, понятно. Оцениваем, разговариваем с мамочками, спрашиваем, есть ли вопросы, обсуждаем, в общем. Помогаем прикладываться к груди. Если есть вопросы, отвечаем на них. Проверяем рефлексы. Этот мальчик родился 13 января. Вес Александра всего 2 килограмма 300 грамм. Несколько дней новорожденный находился в специальной палате под присмотром врачей. Сегодня его отдали маме. Малыш быстро набирает вес, и как только показатели мальчика придут в норму, их с мамой выпишут домой. Даже боюсь домой теперь ехать, потому что одна там буду. С поддержкой мужа, конечно, но все равно боязно ехать. Вот и хорошо, что врачи такие очень хорошие, оперативные, прям все быстренько. По 3 раза в день приходят. Сегодня здесь находится всего 4 новорожденных. Врач осмотрела каждого досконально, побеседовала с роженицами и дала рекомендации. Как правильно ухаживать, да? Как помогать. И грудное вскармливание. Вообще о грудном вскармливании чаще мы беседуем с мамочками. Мы поддерживаем грудное вскармливание.
После смены в родильном доме Мактым ведет прием в детской поликлинике. Около кабинета педиатра небольшая очередь. Работают врачи по записи. Прием пациентов длится несколько минут. Внимательно осмотрев ребенка, Мактым Мамуналыевна выписывает рецепт и дает дни на лечение. Нельзя не сказать, что за недолгий период работы нового специалиста родители оценили компетентность врача. В ее адрес звучат только положительные отзывы. В Ленске врач-неонатолог планирует работать постоянно. Заработная плата достойна. Детей, которых у девушки 3, главный врач помогла устроить в учебное заведение и детский сад. Районные власти решили вопрос с жильем. Предоставили жилье, да, перед Новым годом, и мы встретили Новый год у себя в квартире. 3-комнатную, так как у меня 3 детей разнополых. Супруг, я, нас 5. Сегодня кадровый вопрос в городской больнице до конца не решен. Еще нужны педиатры, терапевты, врачи узких специальностей. К сожалению, даже несмотря на существующую поддержку, немногие отваживаются связать свою жизнь с Якутией. В этом году молодых специалистов, прибывших в Ленский район, ожидают более заманчивые условия. Врачам гарантированы хорошие подъемные. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Южно-Якутский технологический колледж представил публичный отчет по результатам своей деятельности за прошлый год. На мероприятии в очно-дистанционном формате присутствовали представители республиканских министерств образования и науки, промышленности, геологии, руководители базовых профобразовательных организаций, сотрудники, студенты и, конечно, наши коллеги. Смотрим сюжет из Нерюнгри. Южно-Якутский технологический колледж сегодня создает и реализует эффективную систему профподготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, соответствующим запросам современного производства. На публичном отчете руководитель колледжа подвела итоги работы за последние годы, рассказала о ключевых направлениях работы сегодня, достижениях и перспективах развития колледжа. Очень важная задача – это платформа для наших студентов, это карьерный рост, это разработка и продвижение карьерных карт студентов. На сегодняшний день обучение в колледже – это только базовая стартовая площадка. Но студент на выходе уже абсолютно знает свою траекторию развития. Ну и, конечно же, для нас остается важным такое направление, как демо-экзамен и участие в чемпионате профессионала. И мы надеемся стать таким центром компетенций по реализации этих 2 направлений в горнодобывающей отрасли. В зданиях колледжа были проведены большие ремонтные работы. В центральном корпусе произведен капремонт, обновлены учебные помещения, а именно появилось 2 новых полигона, 5 лабораторий, 6 производственно-ремонтных площадок с новым оборудованием. Не всегда имеется доступ к определенным видам насосов, к определенным видам оборудования, то есть ввиду их просто отсутствия в городе, скажем так. А тут в 3D, в виртуальной реальности, как мы это любим говорить, происходит сборка практически всех видов насосов, которые встречаются на предприятии, которые встречаются на горнообогатительных фабриках и всем остальном. Сегодня активно развиваются технологии, а вместе с ними возрастают и требования к выпускнику среднеспециальных учебных заведений. Поэтому руководство колледжа продолжает обновлять учебно-производственную базу. Поршневой насос разбирал. У меня сейчас идет сборка и разборка. Здесь можно спокойно научиться. Жалко, не 5D, машинным маслом не пахнет. В 2024 году колледж планирует продолжать реализацию проекта «Профессионалитет». Кроме того, планируется создание ассоциации горнодобывающей отрасли с кластерами из других регионов. Актуальные профессии, максимум практики, современное оборудование и мастерские, стажировки и трудоустройство на крупнейших предприятиях – это то немалое, что современным студентам и абитуриентам Южно-Якутского технологического колледжа готово предложить уже сегодня. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В этом году вся страна отметит знаменательную дату – 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда и Международный день памяти жертв Холокоста. В Доме дружбы народов представлена выставка, освещающая тяжелые, но в то же время воодушевляющие страницы истории. Екатерина Павлова – внучка героя Великой Отечественной войны Владимира Самсонова. На выставке «Мой дедушка герой» представлены его медали, награды и личные письма. Кроме этого, развернулась книжная выставка краеведческой библиотеки памяти жертв Холокоста. Библиотека представила ценную литературу, в том числе по которой сняты знаменитые фильмы, такие как «Мальчик в полосатой пижаме», «Список Шиндлера» и «Собибор». Сам Владимир Парфенич, мой дядя Вова, рассказывал такие вещи, вот как они переходили Ладожское озеро. Ладожское озеро переходили, говорит, рядом идут машины, и гуськом идут люди.
У нас приказ не останавливаться. Во что бы то ни стало перейти озеро, перейти по льду. Вокруг взрывы, вокруг стреляют. Впереди человек падает, сзади человек падает. Перешагиваешь, идешь дальше. В 2023 году, благодаря сотрудничеству Министерства труда и соцразвития Якутии с Госкомзанятости населения, был реализован проект поддержки людей с ментальными особенностями развития на базе автономно-некоммерческой организации «СИТИМ» «Единство». Участие в проекте принимают 37 человек. Подробности в следующем сюжете. 10 октября 2023 года ознаменовалось открытием трудовой мастерской «Арт-СИТИМ» по адресу Пушкина, 31. Помещение площадью около 56 квадратных метров для нужд проекта было безвозмездно предоставлено Республиканским комплексным центром социального обслуживания. Для более комфортной работы был проведен ремонт, оборудовали рабочие места. В рамках указа главы Республики Саха-Якутия о мерах по борьбе с бедностью Госкомитетом занятости Республики Саха-Якутия с этого года начнется реализация проекта «Работающая Якутия инклюзия». Госпрограммы у нас реализуются два мероприятия. Это организация сопровождения инвалидов молодого возраста, а также предоставление субсидий на организацию оснащения оборудования рабочих мест для граждан с инвалидностью. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что создавать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья – задача всех уровней государственной власти. Это было закреплено на всероссийском голосовании за поправки в Конституцию Российской Федерации. Трудовая мастерская «Арт-СИТИМ» не только обеспечивает рабочими местами, но также помогает продавать произведенную в мастерской продукцию через выставки и продажи. Первую зарплату ребята получили благодаря программам Госкомитета, Центра занятости. Это программа организации сопровождения и организация временного трудоустройства. Первые работы мастерских успешно реализовали и на эти средства приобрели материалы для будущих изделий. В декабре по приглашению корпорации ВПРФ ребята съездили в Москву для участия в новогодней благотворительной ярмарке. Всего на работу в «СИТИМ Единство» принято 16 человек. Из них в гончарном деле занято 10 человек, швейное производство и производство пастилы привлечено по 3 человека. Мастерская имеет все необходимое оборудование и расходные материалы. Весь процесс курируется опытными наставниками, а продолжительность рабочего дня составляет 4 часа. Поступила я в 2021 году. Я очень благодарна нашему проекту и отучилась в мультицентре Ленинградской области. В данный момент пошла по специальности швея, реставрация шуб. Я вижу результат, действительно, результат того стоит. Все участвующие в проекте показали высокие результаты, благодаря своему упорному труду и высокой мотивации. Все они получили свой первый трудовой опыт. Сама практика показала, что организация рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья вполне реальна и выполнима. Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Якутск. В Национальном художественном музее стартовал первый тур Кубка главы республики по шахматам. Турнир собрал 57 спортсменов, среди которых 7 международных гроссмейстеров, мастера спорта России и международного класса. Кубок главы – это один из этапов Кубка России, и лучшие участники получат зачетные очки для допуска в финальную часть. Подробности турнира у Александра Хавренко. Более полусотни шахматистов сегодня сели за доски в Национальном художественном музее. Уже второй раз музей принимает у себя участников Кубка главы Якутии по шахматам. По традиции, перед началом соревнований проведена жеребьевка, которая определила, какими фигурами начнет турнир «Фаворит Кубка». Здесь будут проходить также матчи, полные творчества, интеллекта, потому что шахматы – это и наука, и искусство, и спорт. Сейчас мы провели процедуру жеребьевки, то есть мы выбрали цвет для игрока, который у нас в списке значится под номером 1. Это рейтинг фаворит, то есть человек, у которого наибольший рейтинг. И, соответственно, первый номер и дальше последующие 3, 5, 7, все нечетные номера по этой жеребьевке будут играть черным цветом. Рейтинг фаворитом на этих соревнованиях является Дмитрий Кокарев, международный гроссмейстер из Пензы. Дмитрий с большим удовольствием принял приглашение на турнир. Мне все очень нравится. Я первый раз в Якутске, но, честно говоря, посмотрев репортаж о предыдущем кубке, к сожалению, тогда я не смог принять участие, очень захотел приехать. И в этом году, можно сказать, мечта сбылась.
Больше люблю белыми начинать, а вот как повлияет, это уже турнир покажет. Повлиять может в любую сторону. Но вообще я ожидаю позитивных впечатлений. Но лично от себя все-таки ожидаю хорошей игры. Ну или хочу на это надеяться. Жеребьевка первого этапа непредсказуема. Из-за одной доской может оказаться пожилой мастер и молодой шахматист, международный гроссмейстер и начинающий спортсмен. Один из перспективных якутских шахматистов – 16-летний Владислав Жирков. Шахматами он занимается с 5 лет и не боится садиться за доску против именитых гроссмейстеров. Ну, мне очень радостно то, что у нас проводится этот этап, потому что ты можешь мало поехать на такие этапы. И если он проводится у тебя в родном городе, это родные стены, и можешь себя показать в хорошем качестве. То, что я могу, может, попробовать сыграть с гроссмейстерами, это большой опыт для меня. Кубок главы Якутии проводится при финансовой поддержке компании «Алроса» и Целевого фонда будущих поколений Якутии. Игры продлятся до 31 января, когда после розыгрыша 9-го тура мы узнаем имя победителя и обладателя Кубка главы Якутии. Кто им станет, именитый гроссмейстер или начинающий шахматист, покажет игра. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. И о погоде в Якутске и ряде районов завтра прогнозируют резкое повышение температуры. В столице республики ночная температура составит минус 34, минус 36 градусов. Днем до минус 24, минус 26. При этом будет ветрено. Утром и днем пройдет небольшой снег. В центральных районах днем температура воздуха повысится до минус 23, минус 28. На западе до минус 13, минус 18. На юго-западе, местами на юге до минус 7, минус 12. На востоке и северо-востоке синоптики прогнозируют минус 28, минус 33. К концу недели снова ожидается похолодание. Также в ближайшие сутки порывистый ветер ожидается местами в Ленском, Мирнинском, Алекминском, Кобяйском, Жиганском, Авино-Батантайском, Верхоянском, Устьянском районах. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, а на побережье Анабарского и Булунского районов до 17-22 метров в секунду ожидаются метели. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.